Добрый вечер. В эфире телеканала «Осетия Рештон». Информационная программа «Новости». В студии Марина Караева и коротко о главном. Сегодня для нас ключевая задача определить именно те объекты, по которым есть отставание, и сконцентрировать внимание именно на них. Ход строящихся и ремонтирующихся социально значимых объектов Северной Осетии проверил в Рио председателя правительства Таймураз Тускаев. В этот раз побывал в Пригородном и Алагирском районах. Посмотрите, что творится здесь. Каждый день по 2 раза выносят люди, и здесь кучами мусор стоит. Мусор у подножья одной из центральных улиц города, проспекта Коста, теперь привычная картина. Чтобы не портить городской вид, контейнеры убрали, однако, по всей видимости, стало хуже. Для нас самое главное – это чтобы все дети в нашей республике были задействованы в шахматах. Уже 4 месяца во Владикавказе работает школа шахмат. Там детей обучают тонкостям интеллектуального вида спорта бесплатно. Уроки проходят не только на русском, но и на осетинском и даже на английском языках. В республике строят и реконструируют детские сады и школы, амбулатории и дома культуры. Все по нацпроектам, которые успешно реализуются в Северной Осетии. Каждый социально значимый объект – это вклад в будущее, поэтому строительным площадкам особое внимание. В Рио председатель правительства вновь отправился по районам республики, чтобы лично посмотреть, укладываются ли подрядчики в срок и, главное, качественно ли выполняют свою работу. Наш корреспондент Эллада Дзукаева с подробностями. Первый пункт – набережная в Октябрьском. Здесь по программе благоустройства общественной территории уже ведут работы. У нас идет реконструкция территории где-то уже чуть больше месяца. Очень плотно работаем. Фирма наша «Альянс Строй». Очень стараемся здесь очень ответственно и очень красиво подойти. У нас планируется завершить в сентябре, но я думаю, что мы уложимся в более ранние сроки. Особое внимание объектам здравоохранения. В частности, не только ремонту медучреждения, но по оснащению. К примеру, капитальный ремонт в районной больнице Октябрьского подходит к концу. Таймураз Тускаев интересуется, когда завезут оборудование. Оборудование, если мне не изменяет память, приходит у нас в первых числах сентября. То есть этот вопрос у нас полностью закрыт. Но мы должны, как мы с вами проговорили на совещании сегодня, я как докладывал, закупить котельное оборудование, но мы не можем подписать дополнительное соглашение с подрядчиком на приобретение оборудования, пока не получим положительное заключение экспертизы. По национальному проекту «Демография» ремонтируют детские сады и спортивные залы в школах. Работы на этих объектах ведут в усиленном режиме. Важно успеть сдать их в срок. Мы посмотрели строительство школы на 360 мест в селении Чермен пригородного района. Хорошая строительная готовность. Видно, что все будет завершено в нужные сроки. Качество работ тоже на высоком уровне. Видно хорошее взаимодействие районных властей, которые обеспечат подъездные пути к этой школе, и самих строителей. Это очень важно. В Алагирском районе по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали врачебную амбулаторию, а в селении Рамоново строительство ФАПа только началось. Таймураз Тускаев отмечает, важно соблюдать все нормы и сдать объекты в эксплуатацию как можно скорее. Сегодня для нас ключевая задача определить именно те объекты, по которым есть отставание, и сконцентрировать внимание именно на них. Тут должен идти уже, наверное, ежедневный контроль, ежедневный отчет объемов выполненных работ по ряду объектов. В частности, по национальному проекту «Демографии» у нас идет отставание. На выходе экспертиза работы. Нужно эти процедуры очень в короткие сроки завершать и приступать к строительным работам уже в формате двухсменной работы.
Практически все строительные объекты будут сданы к осени этого года. До тех пор премьер будет держать этот вопрос на контроле. Лада Дзукаева, Алан Суанов. Новости Осетии. Северная Осетия оптимизирует процесс закупок для государственных и муниципальных нужд. К такому выводу пришли в Рио премьер Таймур Тускаев и генеральный директор компании «Тек-Торг» Дмитрий Сытин. На встрече также присутствовал руководитель департамента интернет-решений и госзаказа компании K-Systems Владимир Дмитриев. Таймур Тускаев акцентировал внимание на том, что эффективное использование бюджетных средств является принципиально важным вопросом для руководства Северной Осетии. Особенно при реализации мероприятий госпрограмм и нацпроекта. Северная Осетия уже имеет определенный опыт взаимодействия с Тек-Торгом. 57% от общего объема госзакупок республика осуществляет на этой электронной площадке. По итогам встречи было решено в течение 2 недель подготовить дорожную карту взаимодействия республики с компаниями. Горы мусора и совсем не на свалке, а на одной из центральных улиц города, проспекте Коста. Контейнеры с этой магистральной улицы убрали, так как они портили городской вид. Администрация города предложила перенести мусорные баки на поперечные улицы, но жителей такое соседство не совсем устраивает. В итоге баков нет, а мусор жителям приходится складывать на месте, где еще неделю назад стояли контейнеры. Как найти компромисс жителям и администрации города, расскажет Батрат Загуров. На этой неделе на некоторых улицах Владикавказа убрали мусорные контейнеры. Это вызвало недовольство жителей города. Они жалуются, теперь не знают, куда выбрасывать мусор, хотя при этом платят за его вывоз. Многие относят и кладут мусорные пакеты на то место, где раньше стояли контейнеры. Как убрались контейнеры, с тех пор люди мучаются, особенно пожилые, не могут вынести далеко. Посмотрите, что творится здесь. Каждый день по 2 раза выносят люди, и здесь кучами мусор стоит. Туристический поток у нас увеличился, это центральная улица, люди здесь ходят, гуляют, и вот безобразие наблюдают это. Я не скажу, что это чей-то произвол, все хотят сделать как лучше, но вот привычка, она есть привычка. Лично я бы чуть-чуть по-другому это бы сделал, закрыл бы с главной дороги контейнеры, чтобы их видно не было, и оставил бы на месте. Подобные свалки доставляют массу проблем. Многократно усложняется работа дворников. Собаки и кошки в поисках еды рвут пакеты. В администрации города говорят, что убрали только те контейнеры, которые находились на магистральных улицах. Их хотели переставить на поперечные, но столкнулись с другой проблемой. Была проведена беседа, чтобы мы контейнеры переставили, на поперечные улицы. То есть имеется в виду Беслановская, Серобабова и другие улицы, но где мы не нашли жителями договоренности в том плане, что не каждый горожанин хочет, чтобы возле него стоял мусорный контейнер. В качестве замены предложили свистковый вывоз. Он производится по понедельникам, средам и пятницам. Но для многих людей это неудобно. Кого-то не устраивает время, а большинство отмечает, что вывозить мусор 3 раза в неделю недостаточно. Еще неделю назад здесь стояли 3 контейнера. Теперь вместо них повесили картон с надписью «Уважаемые жители, просьба не бросать мусор». Но, как мы видим, эта мера оказалась не особо действенной. Контейнеры убрали с магистральных улиц, чтобы не портить городской вид, но разбросанные на земле пакеты выглядят еще хуже. В администрации уверяют, ищут способы решения этой проблемы. Батрат Загуров, Игорь Войцеховский, Алана Бзыкова. Новости Осетии. Одну из визитных карточек Центрального парка фонтан запустили после реставрации. За его почти вековую историю он не раз менялся. Изменился не только внешний вид. Строители заменили водопровод и канализационные трубы, подвели новое электричество. Фонтан обновили в рамках реконструкции Центрального парка. По словам специалистов, она завершена на 70%. Но уже сейчас можно сказать, что парк живет новой жизнью. Руководство парка просит отдыхающих поддерживать днем чистоту и порядок, чтобы это место еще десятки лет радовало жителей и гостей Владикавказа. 106 курсантов учебного центра при СУГУ отправились на полигон Тарская. Это завершающий этап военной подготовки, который продлится 34 дня. В Тарском студенты будут жить со всеми солдатами в одинаковых условиях. На практике применять теоретические знания, которые получили в ходе обучения. По словам начальника учебного центра Валерия Дробышева, уровень подготовки курсантов высокий, и они смогут достойно пройти последний этап.
Учитывая их стремление, в принципе, они получили хорошую теоретическую подготовку. Учитывая то, что мы, в принципе, проводили очень много занятий в воинской части. И сейчас, по окончании учебного сбора, где они все эти вопросы отработают практически, в том объеме, который военнослужащие, проходящие военную службу в вооруженных силах, полностью выполнит эту программу. Во Владикавказе по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида совместно с Национальным музеем республики открылась церковная выставка. Она посвящена Александру Невскому. В экспозиции больше 100 уникальных фотоснимков со всего мира. В проекте представлены как редкие архивные, так и современные художественные фотографии. В центре каждого изображения храм, посвященный Александру Невскому, выдающемуся полководцу, государственному деятелю, прославленному святому. В основе выставочного проекта одноименный труд, составленный наместником Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископом Кронштадтским Назарием. Трехтомное иллюстрированное издание посвящено храмам, часовням, пределам и другим молитвенным местам. В экспозиции представлены лучшие фотографии издания. География святынь «Весь мир». Взглянуть на редкие фото будет полезно не только верующим. Это уникальный материал для историков и исследователей. Выставка продлится до 30 июля. Открывая сегодня эту выставку, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, сколько любви собрано в этих фотографиях. Вы увидите разных людей, вы увидите разные храмы. Выставка как свидетельство такого почитания Александра Невского, как свидетельство почитания его во всех уголках мира, оно очень интересно. Любое упоминание Александра Невского, оно для нас вдвойне интересно, потому что, насколько мы знаем, он является родственником Марии Ясыни, Марии Аланки, и как раз правящий архиерей, открывая выставку, об этом тоже напомнил, сказал, что мы не можем забывать о связи, о родственной связи с этим святым. Интеллектуальный вид спорта шахматы набирает популярность в Северной Осетии, особенно среди детей. Для тех, кто хочет заниматься шахматами, создают все условия. К примеру, в Владикавказе уже 4 месяца работает специальная школа, где ребята могут изучать самые сложные комбинации, которые пригодятся в игре. Интересно, что шахматным тонкостям их обучают не только на русском, но и на английском и даже на осетинском языках. Тему продолжит Зара Соколоева. King J8. Rook D5. Во время тренировок каждую партию преподаватели разбирают на специальной доске. Дети просчитывают ходы игры. Шахматным тонкостям ребят обучают не только на русском, но на английском и осетинском языках. Таким образом, за сет комплексного подхода ребята не только учатся играть в шахматы, но и учат языки. По словам директора школы шахмат Замбулата Бритаева, дети на занятия идут с удовольствием. Чаще всего они хотят оставаться на занятиях не час, не два, еще больше, приходить чаще. Шахматы – это, можно сказать, инструмент именно для развития мозгов и для разминки мозгов. За небольшими столами располагаются по 2 игрока. Дети уже внимательно всматриваются в фигурки, готовятся пустить их в бой. Сперва я стала учиться с папой, он тоже умел в шахматы. Мы с ним играли, я всегда проигрывала. И потом я стала ходить в шахматную школу, и я стала папу выигрывать. Родители маленьких шахматистов видят перспективу в этом спорте. По их словам, даже если их дети не станут великими шахматистами, они научатся мыслить логически. Помимо того, что вот они получают здесь какие-то знания, интеллектуальное развитие, они еще получают здесь очень такую большую, так скажем, долю общения с детьми, что на сегодняшний день в сегодняшнем обществе очень важно. В школе шахмат около 4 месяцев, но за такой короткий срок уже есть большие успехи. Здесь несколько групп разных возрастов. Есть и группа социально незащищенных детей. Обучают их бесплатно. К тому же предусмотрена специальная программа. Для них предусмотрена немножко другая программа, усваивают немного тяжелее. Для нас самое главное – это чтобы все дети в нашей республике были задействованы в шахматах, так как это очень полезно для них, развивается логика мышления, память, математический счет, и этот список можно продолжать дальше.
В Осетии интерес к шахматам с каждым годом растет. Научно доказано, что шахматы – прекрасная гимнастика для ума. Играя в эту игру, спортсмены каждый раз тренируют память, стратегическое мышление и учатся быстро принимать взвешенные решения. Дзара Соколоева, Хетак Гапоев, Новости Осетии. Зарядка с чемпионом прошла в детском оздоровительном лагере «Звездочка». Занятия ребятам провел чемпион мира по боксу Заурбек Айларов. Сначала активная разминка, затем подвижные игры. Ребята с интересом выполняли каждое упражнение. Всего приняли участие 26 школьников от 7 до 14 лет. Детей из разных районов республики обучили безопасным упражнениям для растяжки на все группы мышц и уроки самообороны. Такие зарядки с чемпионом в лагере проходят не в первый раз. Их организовывают Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города. В этом году в лагере «Звездочка» в смену отдыхает 26 человек со всей республики. Это вынужденная мера из-за пандемии коронавируса. По словам организаторов, таким образом они прививают детям любовь к спорту. Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта подарил лагерю несколько футбольных мячей, обручей, бадминтонов и прыгалок. Все это, они надеются, поможет детям с еще большим желанием заниматься спортом. Популяризация спорта очень важна сейчас, тем более в это нелегкое время. Ну и, как говорится, для нас это ничего не стоит, а детишкам память на долгое время. Спорт – это здоровье в первую очередь. Ребенок должен в это время не очень активный, в этот период возраста ихнего. Поэтому я считаю, что для ребенка с физической нагрузкой это как бы очень важно. Да и плюс, чтобы, как говорится, не болтался на улицах. Дети очень радуются. Им всегда бывает очень интересно, потому что это и новые знакомства, и это перспективы, потому что после таких встреч, как правило, ребята стараются пойти в какие-то секции и продолжать именно свою будущую, связать свое будущее со спортом. Это все новости уходящего дня. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до скорых встреч. Thank you.